Здравствуйте, меня зовут Беляевский Роман. Я ученик 11 класса средней общеобразовательной школы №1 Мирнинского района, и я хочу представить работу на тему внедрения урока психологии в учебный план начальной школы как профилактика подростковых суицидов. Научный руководитель Буженаева Александра Ивановна. Целью данного исследования является определение уровня значимости внедрения уроков психологии в первых-четвертых классах в качестве средства для профилактики суицидального поведения у подростков. Задачи исследования следующие: изучить литературу по возрастной психологии, изучить статистические показатели проявления подросткового суицида в России и Республике Саха-Якутия и сделать выводы, нужны ли уроки психологии в учебном плане начальной школы. Методы исследования: анализ, сравнение доступной информации и статистики из интернет-ресурсов. Актуальность данного исследования заключается в том, что подростковый суицид – очень важная проблема в нашей стране на данный момент. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, каждый год в нашей стране завершают жизнь самоубийством порядка 200 детей и 1500 подростков. Причин для возникновения данной проблемы у школьников много. Это могут быть ссоры, конфликты, травля или буллинг, семейные и школьные проблемы и так далее. Профилактика пагубных последствий от подобных происшествий – главная задача школьного психолога. Он должен координировать школьников, консультировать их, дабы избежать возникновения у них депрессивного состояния и аутоагрессивного поведения в дальнейшем при переходе в среднее школьное звено. С точки зрения разных исследователей, суицидальное поведение учащается с возрастом и достигает максимума в пубертатном периоде. Соответственно, пик суицидального риска падает на 15-19 лет. Впрочем, есть основания считать, что число суицидальных попыток в детском возрасте с 6 до 12 лет также увеличивается. При этом не существует официальных данных по количеству попыток самоубийства. В общей сложности 45% девушек и 27% юношей в России задумывались о самоубийстве. У 30% лиц в возрасте от 14 до 24 лет бывают суицидальные мысли. 6% юношей и 10% девушек совершают суицидальные действия. Появляется все больше доказательств, что самоубийство среди детей в возрасте от 5 до 14 лет является растущим явлением. Проблемы в семье, конфликты с одноклассниками и учителями – все это может приводить к тому, что ребенок будет считать единственным выходом из подобных проблем только сведение счетов с жизнью. Профилактика подобных действий должна начинаться как можно раньше. Конечно же, в открытой форме рассказывать детям младших классов о том, что такое суицид, недопустимо. Но преподавать детям основы психологии, разъясняя особенности мышления, памяти и внимания, параллельно с этим прививать детям умение анализировать себя и свои поступки, адекватно реагировать на возникновение значимых жизненных трудностей, грамотно запланировать будущее и воспитывать в них гуманных и здравомыслящих граждан. Переходя в 5 класс, школьники будут психологически готовы к возникновению тех или иных проблем. Они будут грамотно оценивать ситуации, не уходя в крайности и не доводя себя тем самым в депрессивное или же аутоагрессивное состояние. Период 8 и 9 класса для детей знаменован периодом подготовки к сдаче итоговых экзаменов, что накладывает на них большую эмоциональную стрессовую нагрузку. Имея багаж знаний из области психологии и самоанализа, ученики будут готовы к грядущим испытаниям, а возможный провал экзамена не ведет человека в крайне депрессивное эмоциональное состояние, чреватое летальным исходом. На данной диаграмме мы видим динамику роста численности случаев подросткового суицида за 2017 и 2018 года по России и Республике Саха-Якутия. В первых двух столбцах мы видим динамику по России. Мы видим, что с 17 по 18 год число совершенных суицидов упало от 158 до 107, в то время как за этот же период в нашей республике это число увеличилось на 5 раз, от 7 до 12 случаев. В общей сложности 45% девушек и 27% юношей в России задумывались о самоубийстве. У 30% лиц в возрасте 14 до 24 лет бывают суицидальные мысли. 6% юношей и 10% девушек совершают суицидальные действия. Появляется все больше доказательств, что самоубийство среди детей в возрасте от 5 до 14 лет является растущим явлением. В Якутии увеличилось количество суицидов. Анализ причин и условий, способствовавших совершению несовершеннолетними суицидов за первое полугодие 2018 года, показал, что число самоубийств на территории республики в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 70%, от 7 до 12 случаев, сообщает пресс-служба прокуратуры.
Изучение причин и условий, способствовавших самоубийствам несовершеннолетних, показывает, что основная их доля вызвана семейными конфликтами и неблагополучием, боязнью насилия со стороны взрослых, конфликтами с одноклассниками, друзьями и другие причины. Уроки психологии способствуют привлечению внимания к психической жизни человека. Дети будут знать основы психологии, особенности мышления, памяти и внимания, уметь анализировать себя и свои поступки, адекватно реагировать на возникновение значимых жизненных трудностей, грамотно планировать будущее. Уроки психологии будут направлены на коррекцию деструктивного поведения обучающихся начальной школы путем арт-терапии, сказкотерапии, музыкотерапии, кинезиотерапии и так далее. Психолог должен быть всегда готов помочь ученикам, ведь от этого может зависеть их жизнь. Все это можно преодолеть, если ребенок знает, что его могут выслушать и помочь, и что у него впереди светлое будущее. Это научит его быть уверенным в себе и относиться к происходящему с оптимизмом. Из вышесказанного можно сделать следующий вывод. Внедрение уроков психологии в начальной школе как профилактика подростковых суицидов – очень важное и значимое решение для предотвращения возникновения деструктивного поведения. Согласно данным статистики Всемирной организации здравоохранения, основными причинами проявления суицидального поведения у подростков являются низкая школьная мотивация, конфликты в школе, семье, психологическая травма, низкая успеваемость, травля со стороны сверстников или буллинг. Школьнику важно донести, что есть люди, готовые выслушать и помочь ему в решении его проблем. Это очень важный шаг для достижения положительных тенденций изменения показателей завершенных суицидов среди подростков. Особенно это наблюдается по статистике подросткового суицида по нашей республике. По нашему мнению, данное нововведение очень хорошо дополнит школьную программу Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в области психологии и педагогики. На этом у меня все. Спасибо за внимание.